Монумент, посвященный жертвам политических репрессий, создан по проекту художника Мурата Паланкоева, окончившего Ленинградскую академию художеств. Он не мог его не создать. Он сам бывший спецпереселенец. Было 9 месяцев, когда депортировали нас. Прожил я в Казахстане до 44-го в Северном Казахстане, потом уже в Алмату переехали. То есть вы вернулись на родину уже после окончания академии. Взрослым человеком, да? В 73-м, ну, мне было 30 лет. Вот. У меня уже родителей никого не было, кроме сестры. Она живет по сей день в Алмате. Вот. А все родители, братья, все похоронены в Алмате. Возможно, чтобы приблизиться к своим корням, Паланкоев с сыновьями возводит у себя во дворе эту башню, как в старину. Говорят, что мужчина за свою жизнь должен построить дом, вырастить сына и посадить дерево. Мурат Паланкоев заложил целый сад. Кроме дома, возводит еще и башню. И вырастил 3 сыновей. Все они, как отец, стали художниками. А еще у него во дворе живет орел. Не с каждым человеком будет дружить гордая птица. Талантливых людей в Ингушетии много. Малгобекский район. В 1933 году на его территории начали добывать нефть. Лучшую в мире. Она почти не нуждалась в переработке. Но, говоря о Малгобеке, нельзя не вспомнить войну. В 1942 году здесь проходила линия фронта. Фашисты рвались к нефтяным промыслам, но были остановлены на границе Ингушетии. Это документальные кадры того времени. Здесь проходили жестокие бои. Но немцы так и не вошли в Ингушетию. Не получили Малгобекскую нефть. Об этом свидетельствуют кадры, хранящиеся в архивах. В 2003 году впервые в истории Ингушетии вступил в строй нефтеперерабатывающий завод. Из нефтедобывающей республика стала и нефтеперерабатывающей. А недавно в республике произошло радостное событие. Открыто новое месторождение. Это очень радостное событие. Вот этот фонтан ударил. Я считаю, что это благословение свыше. От Всевышнего. У нас в республике сегодня свыше 300 тонн в сутки. А эта скважина от 50 до 100 тонн в сутки будет производить. Да, эта нефть гарантирует будущее детей Ингушетии. Не только нефть сегодня основа экономики Ингушетии, но и возрожденное сельское хозяйство. Получен небывалый урожай картофеля. Государственное унитарное предприятие Кантышева возглавляет удивительно энергичный Мурат Беков. В этом хозяйстве за последние 10 лет выращивались только, можно твердо сказать, только сорняки. Расчет на какой-то большой урожай здесь никто и не рассчитывал, и об этом никто не думал. И только вот этот последний год мы сразу засеяли 220 гектар сахарной свеклы, и вот видите, какие виды на урожай. Более 5000 рабочих мест появилось в сельском хозяйстве Ингушетии только за 1 год. Поэтому и получен такой урожай.
Уже более килограмма. Обратите внимание, с какой нежностью он относится к свекле. Это не самое лучшее поле, у нас есть получше поля. Кукуруза. Хороший урожай выращен. Уже кукуруза идет на созревание. Самое главное достижение вот, за текущий год, за этот год нашей работы, я считаю, что мы вернули доверие народа. Когда человек, люди с семьями выходят на работу, ожидая оплату только в конце года, это доверие. Сегодня республика добивается успехов и в других областях. Наградить заведующего онкологическим отделением Кустова Ахмеда Сосеевича.